Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 13 мая 2023 года, 20 часов 1-2 минуты уже по Берлину и, соответственно, 21 час 2 минуты по Джохару. Друзья, вас всех витаю, всех вас приветствую. Стрим у меня идет на канале YouTube Reality и в TikTok, друзья. Итак. Задавайте ваши вопросы, ставьте лайки, пишите комментарии. И распространяйте ссылку на наш стрим. Пусть больше людей узнает правду. Итак, как обычно, мы начнем с сообщения от Генерального штаба Збройных сил Украины. Но перед этим хотелось бы тоже рассказать о ситуации, которая случилась на Брянщине. На Брянщине было сбито 2 вертолета и 2 самолета. С чем я вас всех поздравляю, потому что российские летчики самые преступные люди на всей планете. Сбили, кстати говоря, их сами русские. Видимо, у страха глаза велики и думали, что летят украинцы. Итак, за прошедшие сутки уничтожено, на сегодняшнее, на 13 мая 2023 года, уничтожено 590 оккупантов, итоговая цифра достигла 198 260 человек. 6 танков, итоговая цифра достигла 3751 танк. 12 боевых бронированных машин, итого 7307. 27 артиллерийских систем уничтожено. Итого их 3095 стало. 2 РСЗО, реактивные системы залпового огня, итого их стало 561 штука. 314 антиаэркрафт всего и 2 за прошедшие сутки. Сбитые самолеты и вертолеты на Брянщине в список ВСУ от Генерального штаба не попали, и поэтому на территории Украины сбитых самолетов и вертолетов нет. Итого их цифра, всего их цифра 308 штук самолетов и 294 вертолетов. Ну, если приплюсовать 2 самолета, то 310 самолетов в Брянщине, которые, и 296, соответственно, вертолетов. Сбито 29 БПЛА. Итого их цифра достигла 2665 штук. 947 крылатых ракет уничтожено, сбито. 18 кораблей катеров. Это все и ракет 0, и кораблей катеров 0 за прошедшие сутки. 15 автомобильных техник и цистерн уничтожено. Итого цифра достигла 6011 штук. Спецтехника 9 штук за прошедшие сутки. Итого цифра достигла 402. Одну минутку. Так, ну алейкум ассалам, Юнус Машвойль. Так, друзья, я вас всех снова приветствую. Приветствую Маведина, Мадину, Мурада, Леди, Нату, Виктора и Ивана Сэма. Всех витаю вас, друзья. Ну алейкум ассалам, всех я вас приветствую. Так, рада стараться, витаю вас. Да, Иван Сэм. Вы молодцы, конечно, вы молодцы. Это просто... Я вами горжусь, Иван. Всем ЗСУ горжусь. Всеми. И русскими, и украинцами, и чеченцами, и всеми, кто у вас там есть, горжусь. Вы молодцы.
Так, Ансар, Шавига Машовер, валейкум ассалам, Хамза, валейкум салам. Юнус, Dedik doel hawasha del mokshal loel on hagich has gietsun. Der is goed Berlin. Beril, Berlin. Boas, der is goed. Дал си дуэла сам си диа. Джахар сила. Совершенно верно, Макс. Сьюди курмасер. Даль визель. Так. Давайте почитаем комментарии. Ассаламу алейкум. Аслан, слава Украине, свобода Ичкерии. Мавидин, валейкум ассалам. Героям слава. Всем доброго вечера, говорит леди. Мурат, валейкум салам. Добрый вечер всем добрым людям. Ната, добрый, витаю. Всем братьям и сестрам доброї волі, вітання, побажання, міцного здоров'я. Дуже дякую, Віктор, дуже дякую. Так, Асан Котарюрт, Уйо, Боя. Вац, Юнус, я в Катарюрте, гостил, я так не жил там. Я приезжал, уезжал, а так мы жили в Грозном. Так, давайте дальше тогда немножко вам комментариев. Збройные силы нам... Блин, куда все это делось? Поставил. Вот так поставил. Валейкум ассалам, одинокий волк Машова. И так. Берлин готовит самый большой с начала войны пакет военной помощи Киеву, пишет Der Spiegel. По данным издания, в Украину отправят 20 БТР Мардер, 30 танков Леопард-1, а также самоходные гаубицы и системы ПВО Ирис-Т на 2,7 миллиардов евро. Просто супер. Господи, благослови Германию. Спасибо тебе, Германия. За все. Спасибо, что ты изменила свои позиции по отношению к фашистской России. Спасибо. Я знал, я верил, что в Германии есть здоровые силы, и что вот потакание гибнюкам, ФСБшникам, КГБшникам рано или поздно должно закончиться. Я в это верил, я знал. И спасибо Олафу Шольцу, спасибо Анна-Лена Бербок и всем немцам, всему немецкому народу, который хотя бы сейчас правильно выбрал направление, позицию свою. Потому что дальше продолжаться, это просто становиться откровенным соучастником преступлений фашистской России. Так. Далее, друзья, далее. Сбито 2 Ми-8, о чем я вам только что рассказывал. Су-35 и Су-34 в Клинцово, Брянской области. Почему-то мне все время кажется. Так. Сегодня у меня состоялся очень неприятный разговор с одной украинкой, которая долгое время была у меня в друзьях на Facebook, и мы общались. И я даже вам, наверное, сейчас прочитаю вот эти комментарии, чтобы вы понимали, что это ненормально. Это ненормально так говорить. Это равносильно, что плевать просто на наше горе и абсолютно подтасовывать факты.
абсолютно откровенно причем. Ну вот, смотрите, это я выложил у себя на странице то же самое, что выложил у себя на ютубе по поводу оружия, которое дала Германия. И вот мне что пишет Хелен. Это прекрасно, конечно, она говорит, это на то, что дали оружие, дает оружие на 2,7 миллиардов евро Украине, наша Германия. Это прекрасно, конечно, но сразу вспоминается «скупой платит дважды, дурной трижды». И вот потом вспомните эту фразу «дурной трижды и скупой дважды». А проплаченный, видимо, четырежды. Эту фразу тоже запомните. Сколько прекрасных, добрых, честных, талантливых, умных, работящих мужчин наших с большими буквами можно было бы спасти, если бы всего четверть этого поставила нам Германия в 2014 году, вместо того, чтобы через Меркельшу сохранять лицо Хутину. Тогда просто бы вообще не было 24.02.23, не было бы зверств в Буче, Ирпени, Гостомеле, Херсоне. Не было бы пыток и взрывов Еленовки, снесенные с лица земли Авдеевки, Бахмута, Мариуполя и других наших сел и городов. Воистину, если между позором и войной ты выбираешь позор, то получишь и войну, и позор. Давать оружие все равно пришлось, но и позор 14-20 на Германии будет лежать вечно. Я согласен, конечно, со всем, что здесь написано, относительно тех потерь, которые понесла Украина, и они бы не были бы понесены. Но здесь Хелен немножко не права, когда она говорит, что только вот если бы Украине помогли. В таком случае нужно говорить об Ичкерии, что если бы помогли бы Ичкерии, то не было бы 300 тысяч убитых граждан Чеченской Республики Ичкерия, не было бы убитых 42 тысяч детей чеченских, не было бы оккупации, не было бы сейчас того тоталитарного режима, который установлен в Чеченской Республике. Не было бы кадыровцев, которые сейчас идут воевать против украинцев. И вот я ей отвечаю, совершенно верно, как и то, что не спасли, когда русские убивали чеченскую нацию. Наоборот, дружили и помогали. На это мне Хелен отвечает следующее. Увы так, психология хаты с краю. Это как соседи наблюдать, когда муж бьет жену и детей. Свои разберутся. Понимаете? Вот тут она называет свои. Мы, значит, свои. Не украинцы свои, которые и православные, и язык похож, и культура во много, и смешанных браков много, и религия, можно сказать, до вчерашнего дня была очень-очень похожа. И вот тут нас запихивают обратно в пасть фашистской России. Ну где справедливость? Ну где? На украинских каналах все ФСБшники, которые якобы хорошие русские. И вот человек пишет такое. Ну когда влезли в суверенные страны, говорит она, члены ООН Грузию и Украину уже должны были понять, что не свои. И следующей соседней квартиры может быть любая из них. И очень хочу наказания Меркель, говорит она. Она просто должна испустить дух за решеткой, не дожидаясь Гааги. А чем отличается вот эта Хелен от Меркель? Мне кажется, ничем. Я ей отвечаю, извините, но наша страна тоже суверенная. Ровно настолько, насколько суверенна Грузия, Украина и РФ. Именно из-за таких двойных стандартов произошел тотальный геноцид моего народа. При этом стоит напомнить, что даже если бы мы были русской частью фашистской России, геноцид людей не может никого спрятать за двойными стандартами мирового сообщества о якобы внутреннем деле России. Про помощь уничтожения чеченской нации и государств соседними странами весь мир и так знает. И мы не будем напоминать. Она мне отвечает, и сомнений нет для нас, но не для международного права. Мы поговорим сейчас о международном праве.
Даже сейчас выход союзных, большими буквами, республик из СССР многие западные оппоненты выдают за нелегитимный. Ну а почему же тогда? Давайте тоже называть нелегитимным. Ведь в ООН сидит СССР, никакая Российская Федерация там и не пахнет. Там по документам, нам про международное право мне Хелен рассказывает. Тогда получается, что Украина и Грузия такая же часть России, как Чеченская Республика. А в противном случае это двойные стандарты. А мир как раз, продолжает она, ничего не знает и не хочет знать. Только вчера читала о девушке в Италии там, и так далее, и так далее. Только акцент на нерусофобии у меня на странице первый пост за сегодня как раз там и так далее, и так далее. Я ей отвечаю, извините, но вы откровенно занимаетесь подменой понятий. Я его не прочитал, самое главное она тут написала. Но для Украины Переможье и состоится судно-террористическая организация Российская Федерация. Ичкерия, Татарстан, Чувашия, та же Бурятия смогут выступить на стороне обвинения и обрести легитимный статус суверенной державы, говорит Хелен. Я для всех говорю, что мы суверенная держава. И если русские захотели нас посчитать частью фашистской России, своей России, то это еще ничего не значит. И в юридическом, и в международном смысле тоже. Потому что мы вышли из Советского Союза, соблюдя все советские и международные законы и правила. Далее она говорит. Я искренне желаю, чтобы всем народам, включая басков Испании и Франции, жить надо отдельно, но дружить домами. И так далее, и так далее, и так далее. И она говорит, по которым самопровозглашенные ДНР и ЛНР не признаются, слава богу, она говорит, но то же самое действует, увы, и в отношении Ичкерии. А кто это решил? Хелен решила? Путин решил? Банда ФСБ решила? Кто это решил? Извините, я говорю, Хелен, но вы откровенно занимаетесь подменой понятий. Мы не ДНР. Мы вышли из СССР. И это правда. И этому есть документальные, убедительные доказательства. Как и Украина, мы вышли из СССР. Если вы продолжите пропагандировать российские нарративы, я вынужден буду удалиться из списка ваших друзей. Давайте мы тоже согласимся с позицией России и некоторых западных политиков и назовем Украину частью РФ. Ведь они утверждают, что СССР распался незаконно. Тут на меня Хелен обиделась и говорит, не трудитесь, я сама уйду. За что спасибо. Она ушла и отлично. Это не я подменяю понятие, а вы не видите разницу между союзными республиками, которыми теоретически было дано право выхода и входа, и автономиями в составе РСФСР, крепостными Россиюшки. То есть мы крепостные. То есть, если оккупант, ты хорошо служил и тебе разрешили дослужиться до союзной республики, то у тебя больше прав. А если ты сражался все 300-400 лет против оккупанта, и ты не заслужил быть союзной республикой, и тебя сделали автономной, то есть с меньшими правами, да, чем тем, кто служил Советскому Союзу, Царской империи, значит у нас прав оказывается меньше. Только лишь потому, что мы 400 лет сражались. А вот если мы как грузины не сражались, или армяне как не сражались, дружили бы, или как украинцы дружили бы, занимали бы самые высокие посты в Советском Союзе, в таком случае, вероятно, нам могли бы дать союзный статус. И тогда бы у Хелен не возникло бы таких вопросов. Тогда, получается, не надо было воевать. Хорошая логика. Люди бы избавились от большой части своих проблем, если бы договорились о значении слов Монтень. Ну, она цитирует Монтэня. И говорит, в фильме Absolute Evil все же найдите и поширьте среди своих стран. Это не только о нас, но и о вас. С неизменными уважением, пожеланием перемоги. А вот это уже полная фу, говорит. Муса Таипов лучший друг. Эх вы. Не знаю, к чему она это написала, но приплела сюда Мусу Таипова.
Я ей отвечаю: Хелен, вы повторяете русскую пропаганду. Для вашего сведения, в 90-м году Верховный Совет СССР принял закон, уравнивающий в правах союзные и автономные республики. И мы в соответствии с советскими законами и международным правом вышли из СССР и никогда не входили в РФ, новую РФ. Но чтобы угодить старшему брату, вы нагло утверждаете их ложь. Но даже если бы в 90-м году не был принят такой закон, мы сражались за свою свободу как никто и никогда в истории. И после этого кто-то пытается подобить народы, находящиеся в РФ, к восстанию, чтобы, наверное, сказать: вы часть РФ? Вот у меня такой вопрос возник. Зачем бурятов тогда призывать? Зачем дагестанцев, чеченцев, ингушей к чему-то призывать? Так вы же к бандитизму призываете, получается. Вот я к Хелен обращаюсь, а не ко всем, кто так не разделяет ее позицию. Вот такой неприятный разговор произошел. После 9 лет войны в Украине, после 9 лет чеченцев, погибающих за Украину, сражающихся за Украину, после 9 лет после того, как чеченцы вышли и разбили вот эту миф этот о том, что на Украину нападает чеченские, кадыровские, они называли чеченскими, кадыровские вот эти армии там и так далее, и подняли дух, помогли, кто как мог. Кто-то дал танки в 23-м году, а кто-то в 14-м году пришел и погиб, как наш генерал Иса Мунаев, который мне лично вот сейчас, на данный момент, нужен был бы мне, вот для чеченского народа, он нужен был нам здесь, сейчас, живой, знающий вот эту всю внутреннюю кухню и Ичкерии, и фашистской России. Но нет, он пошел туда и там погиб. Вот такие вот нехорошие вещи возникают. Это на фоне того, что в Украине на всех каналах русскоязычных российская агентура. Откровенно. Я уже, знаете, у меня уже приходит мысль, что скорее всего, Украине придется пройти по нашему сценарию. Скорее всего, мы победили в войне, как мы победили в войне, Украина побеждает, она победит, в этом нет ни малейшего сомнения в доблести украинских воинов, в силе их оружия, в мотивации их. Но внутри, в Киеве, внутри властных коридоров Украины орудуют КГБшники. И я не вижу никакой разницы между тем, что происходило. Власть в Украине будет принадлежать тем же КГБшникам, КГБ СССР. КГБ УССР это будет, или КГБ РСФСР это будет. Ровным счетом не имеет никакого значения. Потому что власть остается у них. Патрушев начинал войну против Украины. Не только Путин. Патрушев. Сейчас Патрушева пытаются обелить. Пытаются пока. Его сын Патрушева занимается зерновой сделкой. Ну и многое-многое другое. Просто это невероятно, как это может происходить. Это просто обидно. Обидно, честное слово. Очень-очень неприятно. И как обычно, Россия, КГБ точнее, пролазит сквозь пальцы, унижается, становится на колени, умоляет, плачет, оскорбляет вчерашних своих коллег и делает свое дело. Абсолютно беспринципно и аморально. Если она говорит на украинской, это не значит, что она украинка, это коллаборант. Но она пишет по-русски вообще-то. Она пишет по-русски. Ну ладно, давайте я почитаю ваши комментарии, друзья. Просто вот сегодня у меня состоялся такой диалог и хотел с вами поделиться. Да вот вы много тут комментариев написали. Почитаю ваши комментарии, друзья. Так, Шаков, всех вновь приведших, друзья, зашедших, я вас приветствую. В ТикТок, в YouTube, всех приветствую, друзья.
Так. Ассаламу алейкум, алейкум. С таким понятием мало украинцев, к сожалению. Да, Чечня не Россия. Ну, нам нужно разъяснять, нам нужно разъяснять. Нам нужно разъяснять, нам надо предстоит сделать большую работу. Но видите, когда вас это не касается, как бы делается вид, ну ничего страшного, это всего лишь их права. Всего лишь они так думают, всего лишь они так хотят, и все. Это когда тебя касается, вот тогда ты начинаешь понимать. К сожалению, человек так устроен, к сожалению. В свое время все помогли, если все помогли бы, очередь такого в Украине не было. Совершенно верно. Как Ичкерия может быть похожа на Рашку, чеченцы это отдельный народ. Совершенно верно, Иван. Совершенно верно. Так. Хелен на европейских харчах про жиру бесит. Нет, она живет в Одессе. По крайней мере, у нее так написано на странице. Начиная Матвиенко на Раше все украинки. Да, Матвиенко украинка. Нет, одно дело то, что прорусские, ну, проимперские, пророссийские. Потому что вот у нас здесь есть Иван, который русский, который из ЗСУ. И речь об имперцах. Ты можешь быть чеченцем, тот же кадыровец, он тот же имперец, он тот же русский. Не этнический русский, а политический русский. И дело в том, что Хелен, она как бы позиционирует себя как бы на нашей стороне, нашим сторонникам. И у нее вся страница этим забита. Она защищает Украину, украинцев, там, солдат и так далее, и так далее. Но вот возникает вопрос, почему к нам такое отношение? Несправедливое, причем необоснованно несправедливое. Так, ночи ног машвогель, шавига машвогель. Так. Саид Машволь, алейкум салам, Шавик Машволь. Вендетта, в Украине больше агентуры Русни, чем во всем мире вместе взятом. Ну, я полагаю, я думаю, что именно это так и есть, потому что, ну, просто вся агентура туда заслана. Просто в огромном количестве. В огромнейшем количестве она туда заслана. И я об этом рассказывал неоднократно. И меня так называемый представитель так называемого Закаевского правительства предлагал мне работать и против Украины, собирать информацию против Украины. И я с тех пор просто отдалился от Украины, от украинцев. Я состою в спилке блогеров украинцев. Я туда практически уже не пишу, не общаюсь. Лишний раз, чтобы, если у них есть такой интерес у Гибни, я только с проверенными, с надежными украинцами общаюсь. Вот как-то так, Дион. Всем доброго вечера. Очень рад вас видеть. Спасибо, Тарас. Витаю вас. Витаю. Так, давайте почитаем. Так, Асан, ты думаешь, украинцам есть дело для нас? Ну, кому-то есть, муслим. Так, Брайан Мастер, Асан, подними меня. Ну, у меня руки болят, Брайан Мастер. Я сейчас не могу делать. Так. Ну, кстати говоря, вот как только я начал разоблачать, помните, когда 3 года назад Закаевский представитель пытался вербовать меня на российскую разведку, тогда Закаевщина и Закаев лично начали распространять обо мне информацию, что когда я эту информацию опубликовал, об этом написал заявление в полицию, против меня Закаевщина начала говорить, что я работаю на ФСБ. Сейчас же с новой силой, они не переставали, правда, против меня всегда говорить ложь. Ну вот сейчас они с новой силой начинают опять. И вы увидите много-много. Я разоблачаю Закаевщину, которая работает угоду Кремля.
Вот сейчас эти люди начинают активно лгать про меня. И будут еще активнее это делать. Но ничего, ничего, нам не привыкать. Мы уже закалились в нем. Так, да будет, что они нас не брать. Так, ой, ночик, ам цадишчан. Инфактор, амин. Аджа муслим, кафиры бо кудуа, вот что ты имеешь в виду? Вот никогда не будут нами довольны, пока мы находимся в исламе. Муслим, у тебя очень упрощенное представление мира. Когда ты говоришь кафиры, то есть неверующие, да, ты говоришь, ты подразумеваешь всех людей неверующих. Наверное, и чеченцев неверующих тоже ты, наверное, к этому причисляешь. Потому что этот термин обозначает это. Но таким образом ты выводишь из-под удара непосредственных виновников геноцида чеченского народа, то есть террористическую банду ФСБ и российский народ. Тебе не кажется, что вот то, что ты делаешь таким образом, вроде бы ты там поборник ислама, защитник мусульман и так далее, но в итоге ты делаешь то, что русским выгодно. И какой-нибудь там бразилец, который живет где-нибудь в Бразилии, который ничего плохого нам не сделал, или немец, который живет здесь в Германии, ты его ставишь на один уровень с теми, кто делал резню в Самашках, в Алдах, в Катырюрте, в других местах. Тебе не кажется, что это немножко ты льешь воду на их мельницу? При этом, как бы, ты заступаешься за мусульман, ты вроде бы там поборник ислама, защитник ислама, да, получается? Не совсем так, как ты говоришь, муслим. Точнее, совсем не так, как ты говоришь. Например, в Косово живут мусульмане. Этот момент почему-то все пытаются забыть. Но это Косово, например, боснийцы, косовары, албанцы, которых убивали. Их спасла Америка. Их спас Запад. Например, как пример. И много-много других есть примеров, которые можно приводить. Речь не идет о религии. Речь идет о немножко другой плоскости идет. Вообще все эти процессы. Власть, деньги. Вот о чем идет речь. И те страны, которые помогали убивать нас, чеченский народ, помогали убивать нас не потому, что мы чеченцы, хотя дополнительным фактором для кого-то, может, это и являлось. Это делалось в угоду своих личных, своих государственных и иных интересов. Именно вот этих представителей. Понимаешь? Нельзя так делать. Обманывать себя и других. Так, Соболь делаешь. Так, подождите, надо все-таки настроить это получше. Слава Америке, вац и ватер. О, просто. Он бара. Да, в России 30 миллионов украинцев. Муслим, у тебя информация немножко не совсем верная. 30 миллионов украинцев никак не может быть в России, потому что их всего 40. И то, наверное, меньше. Если бы Закаев работал на Кремль, то английская держала бы его у себя. Одинокий. Это, конечно же, такое распространенное заблуждение, но что он работает на английскую разведку. Я не думаю, что он работает на разведку. Если вы иногда там предоставляете какую-то информацию английской разведке, это не значит, что вы на них работаете. С таким же успехом, например, в Болгарии проживает генерал Гудков. Во Франции проживает Фейгин.
И таких тысячи, если не десятки тысяч проживает по всей Европе. Поэтому это все никакого отношения, работает на Кремль или нет. Если есть какая-то польза, извлекают пользу. Ну, что какое-то уважение, что какое-то там ставка на него сделана со стороны английских спецслужб. Этого близко нет. На английские спецслужбы он не работает. Так же, как он не работает на немецкие спецслужбы, про которые он говорил сам в прямом эфире у Бориса Райчустера, говорил, что мы готовы предоставлять официальную и конфиденциальную информацию. То есть негласно сотрудничать с немецкой разведкой он предлагал. Поэтому это все специально делается. Watson из английской разведки делал, ну, чем информация ломают цену. А что случилось с Закаевым? Ничего. Как был, таким и остался. Ничего не случилось. Так. Всем доброго вечера. Так, Тарас, добро пожаловать. Так, ваша Меркель родом из... Она работала на штазе, как КГБ считалось. Да, Сколя, есть такая информация, об этом писала немецкая газета. Да, и я согласен. Правда, я узнал об этом пару лет назад только. Ну да, это правда. Говорят, это правда. Я говорю, потому что некоторые делят чеченцев на какие-то сорта. Пусть тогда и других упоминают по нациям, а не лишь чеченцев. Особенно одесские украинские граждане как-то предвзято относятся к чеченцам. Всем добрый вечер. Слава ЗСУ. Асан, как вы относитесь к Цезарю из Легиона Свобода России? Добрый вечер, Южная степь. Я его видел так, разговариваю, ну как отношусь? Я отношусь так, как людям, которые не высказались еще по позиции отношения их к чеченскому народу и к чеченскому государству. Вот на этом строится мое отношение к ним. И если у них такая же позиция, как у чеченского народа, то есть он не отказывает в праве нам на свое государство, и те преступления, которые совершила их страна, он признает, если, конечно, сам у них не участвовал в этих преступлениях, то я к нему отношусь хорошо. Вот и все. Вот мое мерило, оно очень простое и справедливое, на мой взгляд. Почему до сих пор Европа не признает наше государство? И ты не думал об этом? И еще если Запад спонсировал убийство чеченской нации, кто такие европейцы? Почему не признает муслим? Это отдельная большая история. И я эти претензии высказываю. В отличие от тебя, не всех обвиняя в кафирстве и в врагах чеченцев, я конкретно, поименно обозначаю эти проблемы. Да, нам Запад не помог. Но я могу тебе сказать, если бы не Америка и Англия, то ни одного чеченца русские не оставили бы в живых. И тебя, и меня в том числе. И выехать нам даже не дали бы из фашистской России. Если бы не Америка и Англия. Это я тебе могу со всей уверенностью сказать. Да, причина, это Господь так пожелал, и Господь не дал нас уничтожить. Но причиной были американцы и англичане. Мое мнение на этот счет. Почему не признали? Этот вопрос я задаю также и им, как ты мне его задаешь. Не признали, потому что, вот возвращаясь к тому диалогу с Хелен, это долгая история, которую нужно подробно разъяснять. Когда развалился Советский Союз, в ООН остался, находится с правом вето, находится СССР. Никакой Российской Федерации ООН нет. Правопреемницей СССР является так называемая Российская Федерация. И на основании этого нам отказывали. Там еще есть такой мировой порядок, да, как мы знаем. Сложился мировой порядок после 1945
победы после 1945 года, после победы во Второй мировой войне. И тогда сложился ООН, куда входят 5 постоянных членов Совета Безопасности. Всего их 15. 10 членов каждый, по-моему, год меняются. 5 постоянных членов не меняются. Всего их 15. 5 это постоянные члены Совета Безопасности. 5 боссов там сидят. Вот кто-то говорит про мировое правительство и так далее, и так далее. Вот эти 5 стран и являются тем самым мировым правительством. 2 страны из этих в настоящее время, данное их государственное образование, совершают геноцид по отношению к уйгурам в Китае и к чеченцам. Фашистская Россия осуществляет геноцид. Это про 5 членов, про справедливость я тебе рассказываю в этом мире. Это так сложился мировой порядок после гибели там десятков миллионов, я не знаю, по-моему, под 100 миллионов погибших людей. Мир договорился, что больше мы не будем убивать друг друга, и договорились создать после Лиги наций, решили создать вторую организацию, так как Лига наций не справилась, создали Организацию Объединенных Наций. Так вот, для того, чтобы войти в ООН, чтобы мы стали членом ООН, не постоянным членом Совета Безопасности, а просто государством, принятым в ООН, нам нужно разрешение от всех 5 стран. То есть не должно быть вето, запрета на вхождение нас в состав ООН. Понимаешь? Я, может, тебе неправильно объясняю или там недоходчиво объясняю, но как могу. И если одна из стран, из постоянных членов Совета Безопасности отказывает принять любую страну в состав ООН, эта страна не может войти. Даже если все почти там, 196 стран проголосуют за то, чтобы принять эту страну. Одна страна из Совета Безопасности — это Америка, Англия, Китай, Франция и фашистская ССР. Вот эти страны имеют право вето. И остальные страны бы нам разрешили бы, а вот Россия нам не разрешит. Так устроен мир, он несправедлив. Я с этим согласен полностью. Я согласен, что он несправедлив. Я согласен, что во Вторую мировую войну все пострадали. И никаких стран, ни у одной страны, даже у Соединенных Штатов Америки, не должно быть права вето. Какие-то привилегии, как полицейскому государству, я готов дать, как полицейскому во всем мире. С хорошей стороны, в хорошем смысле полицейский. Не российский полицейский, мент, а настоящий полицейский, который в этом мире должен соблюдать порядок. Я готов им дать, согласиться с тем, чтобы им дать какие-то большие права, как любому полицейскому. Но я не согласен с тем, что сейчас 5 стран, где 2 страны совершают геноцид, находятся в Совете Безопасности ООН. И вот эти все вещи нам нужно разъяснять людям, нашим людям разъяснять, чтобы понимали, что не так просто, вот я захотел и все. Так не бывает. Мы можем жить в горах, да, если Россия ослабнет, Турция не захочет на нас напасть, Иран не захочет на нас напасть, там еще Америка оставит нас в покое, скажет, нам они не интересны. А мы находимся на самом главном, стратегически важном ворота Европы, южные ворота Европы. Через нас мы европейская часть. Да? Как мы знаем, континент Евразия делят Уральские горы на Азию и Европу. Вот мы ходим с тобой, наша страна с тобой входит в Европу. И нас просто так никто не оставит. Никто и никогда. Потому что так сложилось. Мы находимся, наш райский уголок находится вот именно в этом месте. И
если мы оставят нас, теоретически такое возможно, и мы будем жить у себя где-то, мы станем горными чеченцами, у нас не будет ни интернета, ничего не будет, то есть связь с миром, то есть связь с политическим миром ООН, если и не будет политической, не будет никакой экономической и остальной, нам придется жить в каменном веке или там, может быть, чуть позже, в среднем веке. Без интернета, без технологий, без и так далее, без образования, без знаний, которое достигло человечество и так далее, и так далее. Но такое невозможно, нас не оставят, при всем даже желании. Мы должны взаимодействовать со всем миром, в том числе с соседями, с турками, с грузинами, с иранцами. И самой сильной страной, державой в этом мире Соединенными Штатами. И у нас очень хорошие позиции, если мы правильно все сделаем. У нас очень хорошие позиции, очень хорошие возможности для этого сейчас. Если разные имитаторы не начнут нам мешать в этом, для того, чтобы спасти фашистскую Россию от развала, то у нас есть все шансы просто стать хорошей союзнической страной с Соединенными Штатами, с Америкой, Соединенными Штатами и с другими западными странами. И с остальными, и с арабскими странами, и с остальными странами тоже. Но военным, стратегическим союзникам и партнерам мы можем, на мой взгляд, нам выгоднее всего, лучше всего нам быть с США и с Англией. Вот если рассказывать тебе, почему нас не приняли и так далее, и так далее. Потому что мы того не стоим в финансовом плане, чтобы за нас, а мир управляет деньги, мир управляет крупный бизнес. Это не секрет ни для кого. Но у нас есть возможность в этом несправедливом, в этом жестоком мире занять свое достойное место. Чтобы хотя бы 1 век на нашей территории не было войны. Чтобы хотя бы 1 век мы могли вырастить ученых, профессоров, академиков и так далее. У нас за всю историю вот 1 академик только есть. Так. Валейкум ассалам, юзер Машвой. Так, давайте почитаю ваши комментарии, друзья, в YouTube немножко. Каферы, маферы, шмаферы – это ГБшные нарративы. Совершенно верно. Ассаламу алейкум, Самаш Мокшдой, он ежели. Валейкум ассалам, отец наш, Машвой, Аслан. Так, тут имеется в виду, что чеченцы дали фору тем же украинцам, грузинам, азербайджанцам и так далее, чтобы они окрепли. Все эти страны в ответ много вреда нанесли чеченцам. Кому не нравится, слушать правду. Говорит чем? С ником чем? Аслан, и нас бы спасла Америка, если бы не Эмират Кавказ и халифат, и с русский терроризм под видом православного ваххабизма. Скорее всего, ты прав, Нох-Чинох. Скорее всего, это была колоссальная стратегическая ошибка Аслана Масхадова, что он начал договариваться с фашистской Россией и надеялся, что они нас снова не обманут. К большому сожалению, да, ты прав. Если бы мы бы... дело не в Эмирате Кавказ, не в самом Эмирате Кавказ, а дело в построении исламского государства, который собирался строить, по крайней мере, на словах Аслан Масхадов. И не разъяснял он свою позицию, не разъяснял, говорил, что у нас будет какая-то своя исламская страна и так далее, и так далее. Здесь все не так однозначно. И вот то, что мы видим, слышим, многое, уже обросшее уже годами ложь, не соответствует действительности. Ложь, как полагается, ей не соответствует действительности. Эмират Кавказ был объявлен в 2007 году, но геноцид мы уже сопротивление, все выдохлось, нам уже сопротивляться. Американцы свои войска нам не послали бы. Сопротивляться
мы уже фактически не могли. Был просто геноцид, уничтожение было нашего народа. Поэтому Ичкерии Докка не навредил. Никак. Он возглавил организацию Имарат Кавказа и продолжил свою борьбу против фашистской России. Но вот изначально наш путь, который сошел с рельсов Джохара Дудаева и его соратников, и пошел в сторону арабских стран, которые сами стоят в очереди к Америке. Мы пошли у них просить помощи. Я не понимаю, для чего это было сделано. Может, со временем я и эту себе тайну раскрою, как я уже много для себя раскрыл нового. Посмотрим. Ва алейкум ассалам, Алан Машвор. Все вновь зашедшие. Приветствую вас, друзья. Аслан, дай оценку тому, что я скажу. Так. Аса, а почему ты так мешаешь команде Закаева? Ведь ты всего лишь блогер, ты говоришь всего лишь свое мнение. Не занимал государственной должности в Ичкерии. И канал тебя блокируют в России и не дают расти. Леди, ну ты же знаешь прекрасно все. Ты мой постоянный зритель, многолетний. Ты прекрасно все сама своими глазами видела и слышала. Наверное, ты хочешь, чтобы я еще раз это сказал. Наверное, потому что я не хочу работать на русских и на Кремль. На политических русских, еще раз подчеркиваю. Каждый раз придется это подчеркивать. И на Кремль. Наверное, связано с этим. Другого объяснения я не вижу. Именно после того, как я разоблачил представителя труппы так называемого правительства Закаева, меня начали обвинять в том, что я связан с ФСБ. После того, как я разоблачил там представителя РОШ или ГРУ или ФСБ, не знаю, кто он там был, из Закаевской труппы. Ну вот, получилось то, что получилось. Аслан, дай оценку. Нет, я, Алан, не буду давать оценку ни Хусейну, ни кому-либо другому, кого я лично не знаю, и я этих вещей не слышал и не знаю. Салам алейкум из Израиля. Свободу Ичкерии. Смерть оккупантам и фашистам. Ильгар Асадов. Алейкум салам. Шалом, Израиль. Витаю. Микола Рушница к нам зашел. Больше никаких переговоров с террористическим государством УГИЛ. Только капитуляция до последнего уринца их потомства. Россия, работаете, братья. Это я не понял. Рушница ты, я не понял. Украинские ты, уринцы. А, ты это имеешь? Вот смотри, как ты меня обманул. Ты не Микола Рушница. Ты не Микола Рушница. Ты под его ником зашел. Аслан Дуйтиши, так как, по словам моих знакомых, Хусейн надежный человек. Хусейн Сунцаха Ночино. Я не буду это комментировать, я не знаю. Я знаю, что этот ник, человек с этим ником у нас тут впервые. Аслан, украинские блогеры и СМИ упорно продолжают игнорировать войны и геноцид чеченского народа. Более того, берут интервью всяких Фейкиных, Аслаянов. Что ты об этом думаешь? Чурей, конечно, я эту свою позицию уже высказывал. И в начале своего стрима много уделил времени про Хелен, с которой я переписывался в Фейсбуке сегодня. И это, да, это наболевшая проблема. Да, это наболевшая проблема. И Фейкины, и Аслаяны, и сейчас кто, Осечкины, и все остальные уже в Украине, все там у них нормально, они просто, я не понимаю, почему это украинцы терпят, но я не думаю, что просто так это сойдет им с рук. Просто так не сойдет. Я верю, что украинские патриоты, как и чеченские патриоты, жестко и четко стоят на позиции защиты своего государства.
и своего народа. В противном случае чеченское дежавю, которое повторяется. Так, Ваша Леча Хултыга, он бригадный генерал, боролся за свободу. Да. Накрошили чеченов, накрошим уринцев, если надо, говорит Микола Рушница. Микола, ты меня поймал на самом деле. Я думал, ты наш Микола Рушница, который с нашей спилки украинских блогеров. Накрошишь ты, да, накрошишь ты себе в банку с пивом, ты себе накрошишь. Так, у нашего беженца, так, ладно, Микола, я тебя больше не читаю. Этот Citizen of Ичкерия, это Закаевский тут человек, который заходит постоянно, пишет оды Закаеву, может сам Закаев пишет. И пишет, что я не называл имя вербовщика, который меня вербовал. Вы все, кто видели, неоднократно и писал, и говорил об этом. Даже отдельное видео у меня есть на канале. И все равно им хватает наглости из этой труппы приходить и писать ложь здесь, как обычно они это делают. Да. Citizen of Ичкерия, ты не гражданин Ичкерии, ты лжец, который прекрасно знает, что я называл это имя. Так, Георгий, ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Да, Николас, это фанат Рушницы. Да, это бот, да, и это не надо трогать. Давайте я его забаню, потому что он лжец. Был бы он под своим именем, я бы тебя не забанил бы. А так ты лжец, ты подонок и холоп. Салам всем свободным людям, салам, Аслав. Ты 100% прав, Асан. Спасибо, Эд, салам тебе, дорогой. Спасибо, спецагент по Кавказу. Хорошо, что ты у меня есть, Эд. Так. Ассаламу алейкум, Сюрдик Худ Аслан и всем в чате. Эд, ты вроде с ключом блокни. Тут один Пригожинский в чате в экстаз впал. Я уже блокнул Евгению. Алейкум салам, шалом, Израиль. Аслан, у нас семья потомственных академиков. Саид Бех Мамилла. Я только Кадырова просто вспомнил. Конечно, есть. Все у нас есть, и академики есть, и все. Но таких, как Кадыров, точно никогда не было. Я потом подумал, Царилиш Маяц, академик, профессор. Это у чеченцев не может не быть ни академиков, ни профессоров. Так, ночиканту алейкум ассалам. Чири, Украина же признала, что Чечня оккупирована. Подождите, не все сразу. Да, Тарас, низкий поклон за этот поступок Украине. Конечно, признала. И за это я еще больше, не знаю, куда больше, но еще больше люблю Украину. Моя любовь безмерна просто после этого поступка. Спасибо. Слава Украине. Я-то знаю, но хочу, чтобы новые тоже знали. Да, я так и понял, леди, я так и понял. Да я его уже блокнул, все, нету больше Николаса. Не Николаса, Николаса, подождите, я же про Рушницу. Миколу. А кто такой Николас? Николас, так. Нет, Николас свой. Его не трогай. Николас свой. Это псевдо Микола. Тут пишет чат. Тролль с творческим ночам. Да. Николас забанил, все нормально. Так. Садулла Гихиз. Много объявлений рассылает Гамадыевский режим по указке ФСБ по набору подразделений Минобороны. Сотрудники массово увольняются, а те, кто состоят в структурах, ГБР их переводят в Минобороны.
Да, это есть, Садула, это так есть. Сейчас люди, на которых возбуждаются уголовные дела возбуждаются сейчас вообще по поводу и без. И так это было. Вообще на произволе все это состояло. А сейчас это еще проще. Возбуждаются дела, и потом вам предлагают, ну давай, мы тебя сейчас оформим в милицию, это так по дружбе они говорят, мы тебя там оформим, неведомственную охрану, там где-то просто зачислим, и все, ты уйдешь от ответственности. Сажать не будем, еще тебе зарплату платить будем и так далее, и так далее. Это уловки есть, это делается для того, чтобы забирать их на войну, потом сказать, вот ты же подписал, ты военнообязанный, все, иди служи. Это есть, это правда. Так, Алан, смотри, ты мне про Хусейна что-то пишешь. Я это все читать не буду, просто я тебе скажу. Если ты созваниваешься с батальоном, с кем ты батальоном созваниваешься, с Мансура, шеф Мансура с батальоном, бойцами ты там созваниваешься, я думаю, тебе нужно открыто свое лицо показать, не чтобы Аслан зачитал, от неизвестного человека, который в первый раз мне сегодня в чате пишет. А мне, знаешь, сколько таких уловок уже было. Поэтому открытым лицом, называя как чеченец, ты должен назвать свое имя, сказать свою фамилию и сказать все, что ты думаешь про меня, про Хусейна, про любого другого. Так будет верно, а не так, что я зачитаю от неизвестного человека. Охала махит, асум веха мобиль, но нохча айдла иш да дизи, аснас да цедизис. Тан цани герца, дали ирбош, дальца дальца, сумха мацаха. Цахай. Zijn hoor oorzaak gewoon zo. Zij oma zie je zo. Als dat kan je gewoon. Dat kan je weer. Не исхердон ищет. Так, это я готов помогать всем свободным людям, у кого есть честь и достоинство и память о своих предках и не завидят ФРФ. Спасибо. Они нас в армию-то не хотели брать. Сегодня с удовольствием отправляют в Украину необученных Сегодня сюда отправляют в Украину необученных военному ремеслу людей. В чем тут фишка и как такое возможно? Но, Чикант, именно для этого, чтобы у нас были потери, чтобы мы были, об этом мы предупреждали, чтобы у нас были потери, чтобы мы понесли невосполнимые потери. Русские перед тем, как сдохнуть свое вот это государство, образование фашистское, ну, не буду говорить политические даже русские, потому что политические русские имперцы, они фактически ничего там не решают в фашистской России. Я скажу про террористическую банду ФСБ и ГРУ. Вот эти террористы перед тем, как сдохнуть или оказаться на скамье подсудимых, убьют как можно больше чеченцев. И женщин, и детей, и наших мужчин. В этом я убежден. И они перед тем, как даже сдохнуть они, вот сейчас Путин грозится атомной бомбой и так далее, и так далее. Так вот, он побоится выстрелить атомной бомбой. Но он не побоится уничтожить нас. Вот до того ненависть у них к нам. Просто безмерная у них к нам ненависть. У этого КГБ и ФСБ. И все чеченцы, которые служат этому ГРУ и ФСБ, мне просто противно просто ощущать в том, что вы тоже чеченцы. Все известные хорошие и не только русские, как всегда, подтверждают твою дефенцию. Впоследствии времени выдают свое нутро, свою сущность. Да, именно так, Черей, совершенно верно, да. Конечно. Настоящий русский, свободный русский, это вот, например, который у нас тут Иван есть. Есть еще в Вильнюсе Вадим Шипицын, Влад Шипицын есть. И таких русских я видел, они есть. Это может какой-то такой исчезающий вид, но они есть. Я общался, дружил, разговаривал с ними. Такие русские существуют, которые нисколько не имперцы. Они такие же, как любые другие люди. Они не хотят вас захватить и покорить вас. Такие русские есть. Просто я много общался, я знаю. А подавляющее большинство, да, они имперцы. Да, они
прикрываются, они сейчас говорят, да, Украина, конечно, Украина. Потому что Украина не дает себя победить. Потому что Россия не справилась с Украиной. Только за это они ненавидят Путина. А так бы они говорили бы, ну да, ну подумаешь, ну вот это, кто там, бандеровцы, нацисты, как мы террористы. Все было заготовлено. Абсолютно все было вот один в один должно было повторяться. Один в один все повторилось бы. Искали бы годами, находили бы, казнили бы, расстреливали бы, создавали бы свои какие-то группы, которые под видом украинских патриотов бежали бы в Европу и здесь мутили бы в угоду России. Как сейчас под видом разных там радикальных мусульман или там ичкерийцев, притворяющихся, и те притворяющихся независимыми, а на самом деле работающих на русских. Вот то же самое было бы. Убивали бы украинцев, находили бы, вешали бы, казнили бы, расстреливали бы, пытали бы. Десятки тысяч, если не сотни тысяч, посадили бы в тюрьмы. Это 100%, 100% произошло бы. А вот эти хорошие русские, они бы нам забалтывали бы. Они бы забалтывали бы. Я на самом деле и к Шендеровичу относился хорошо. Но вот украинцы как относятся, вот настоящие украинцы, не так, с которой я сегодня переписывался, а вот нормальные украинцы, которые находят вот эту скрытую сторону вот этих хороших русских и разоблачают ее. Мы им находили бы им оправдание. Ведь Шендерович сидел на канале, все. Да, он говорил, да, вы знаете, что в Чернокозово был геноцид? Конечно, об этом все знают, об этом есть материалы дела. И мы уже рады, что он об этом даже сказал. Мы просто рады, что он сказал. А на украинских каналах генералы Гудковы и все другие сидят и открыто говорят слава Украине. Они говорят, что Путин мерзавец, подонок, что их армия бандиты, убийцы, насильники, мародеры. А мы таких слов не услышали, не то чтобы от генерала КГБ, от какого-нибудь Шендеровича мы таких слов не слышали. Когда им надо, они говорят все, что угодно. Не верьте. Не верьте. Посмотрите, Кива такой был. А? Кива. Ну, один из первых вышел защищать Украину, там где-то там мутился, крутился. Ну, это то, что я как не украинец видел со стороны. А теперь на российских каналах выступает, все нормально у него. Как-то так. Так, Питер Вольф, алейкум ассалам. Я твой старый подписчик Дени. Дени, Хауи, ну я не знал, что это ты, но будет правильно, если ты эту информацию сам озвучишь. Я думаю, так будет правильнее. Я видел недавно, как один ингуш выступил, сказал, что в Ингушетии создаются силы сопротивления. Что вы об этом думаете? Он в белой феске, бородатый, может вы видели? Я не видел, не знаю, о ком вы говорите, ну, могу предположить, о ком вы говорите. Но я не думаю, что в Ингушетии есть силы, чтобы вот, ну, возможности создавать силы сопротивления. Ну, посмотрим. Я против того, чтобы та вылазка, которая сейчас была, 4 ингушей выскочили, расстреляли блокпост, там кого-то убили и там тоже погибли. Ну, сперва ушли, там потом их менты приехали захватывать, они ментов расстреляли, там много кого они положили и так далее, и так далее. Я против таких вылазок. Они не приносят никакой пользы ни Украине, ни тем более Ингушетии. Никакой. Быть просто смертником я не вижу никакого смысла в этом.
Когда весь народ поднимается, да, нужно уходить сражаться. Если народ не поднимается, отдельные группы ничего не сделают. Проще послать дрон с Украины или с Грузии. Ведь Грузия тоже сражается против фашистской России. У нее земля оккупирована. Проще послать дроны, и они сделают больше, чем сделают 4 молодых парней или 10 молодых парней. Поэтому я считаю, что нужно очень аккуратно к этому подходить. Нужно было воевать, когда все воевали. А сейчас на Кавказе. А сейчас нужно сохранить хотя бы одного ингуша. Хотя бы одного, который на нашей позиции, который выступает против фашистской России. Вот как-то так. Сейчас в Украине очень много агентов засели из ФРФ. И даже те, кто жил и работал в Украине, спасшиеся кроты, а сейчас они проснулись, спасают ФРФ, фашистскую Российскую Федерацию. Их надо выводить и говорить, кто они. Да, это совершенно верно. Но почему-то я не вижу, чтобы украинцы вот так массово это делают. Не возмущаются. Можешь в конце концов прийти, например, к тому же Арестовичу, а сейчас и Фейгин уже там прийти и сказать: ребят, вы что тут, давайте, вы не будете тут заниматься вот этой ерундой. Ну и так далее, и так далее. Ну, а я думаю, что СБУ об этом знает. Ну, вообще СБУ, мне кажется, это все мутит. Я надеюсь, с какой-то хорошей целью, а не так, чтобы... Ваша, которые живут на Раше, другие народы не требовали независимости, поэтому уничтожают на войне в Украине только так. Диасколи у тебя продолжение? Нет продолжения. Так, ладно. Иногда я не понимаю идею русских националистов о создании русского государства на территории Федерации. Почему не отпустить республики, не оставшиеся России, создать свою страну мечты, где преобладающие нации будут русские? Джой Маркус, я тоже иногда удивлялся вот этой русской идее, как бы они являются имперцами и при этом националисты. Потому что главный враг империализма — это национализм, как мы знаем. И ну, они, знаете, живут еще в среднем веке, и они считают, что они будут, ну, кем они сейчас являются, хоть и не в среднем веке, доминирующей, привилегированной нацией, а остальные будут их обслуживать. И все должны раствориться в русскости. Вот, ну, кто не согласен, того, конечно, уничтожают. Или гнобят там и так далее, и так далее. И вот их построение русского государства, они подразумевали убрать слово «Россия» и назвать «русское». То есть русские националисты, которые имперцы, они больше честные, чем русские демократы, которые называют вот эту федерацию, которая нисколько никогда не была федерацией, называют ее федерацией. И она нисколько не российская, а самая настоящая русская. И вот Пономарев, который сейчас в Украине, гражданин Украины и так далее, он говорит: мы создаем российскую республику. Вот они создают. Чуть более почестнее Пономарев, чем разные там русские демократы. Ну вот, ложь на лжи. Короче, и все это прикрывает обычный русский империализм. Обычное желание русских иметь великую империю. Вот этот империализм, вот они прикрывают, раньше они прикрывали советскостью, потом прикрывали демократостью, теперь еще чем-то будут прикрывать. Уже сейчас там национализмом сейчас будут прикрывать. И так далее, и так далее. Так. Империя мало того, что захватила народы, но и первым
первым кидает в топку именно эти народы. Пусть проведут мобилизацию в Москве и в Питере. Там живет народа больше, чем во всех так называемых национальных автономиях. Жень, как всегда, совершенно верно. Так, Иван говорит, что говорит, у нас в батальоне был русский засланец, и он был в звании от старшего лейтенанта, штабник. Иван, ну вы вычислили, самое главное. Это круто. Это круто. Ясно, чтобы открыть себя, я не нахожусь, скажем так, в безопасном месте. Ясно, Алан. Хорошо, Алан, но я не буду озвучивать пока информацию, пока я точно не буду уверен в том, что я озвучиваю. Не только касательно тебя, я вообще имею в виду. Так, давайте почитаем, что у нас пишет. Если тебя убивают и у тебя нет дронов, то ты предлагаешь смиренно согласиться. Если тебя убивают и у тебя нет дронов, то ты предлагаешь смиренно согласиться. Я прочитаю этот Mitsubishi Кикомото. Нет, конечно. Если тебя убивают, я призываю сопротивляться. Ни в коем случае не отдавать свою жизнь просто так. Ни в коем случае. О чем ты говоришь? Но этих парней никто не убивал. Они вооружились и напали на ментов, и после этого их начали убивать. Как я имею информацию из открытых источников. Поэтому я не призываю никого смиренно. Ты занимаешься подменой понятий того, что я сказал. Так. Я думаю, сейчас надо всем, кто живет в оккупации ФРФ, надо просто спастись и образовывать себя и детей. Дать спокойно работать тем чеченцам, которые живут в Европе, и молодежи. И они готовы бороться. Да, совершенно верно, Эд. Абсолютно с тобой согласен. Абсолютно. Надо развиваться, образовываться, накапливать силы. Все изменяется, все меняется, все изменится. В этом нет ни малейших сомнений. И нам нужно быть к этому готовыми. За всю историю, как мы все помним, украинцев на колени поставить никому не удавалось. Дай Бог, Руслан. Кругом шпионы, говорит Алан. Это да, Алан, это да. Но, знаешь, есть еще такая болезнь, как шпиономания. И они будут, если ты заподозришь, Алан, что они шпионы, и если ты заподозришь, что ты узнаешь, что они шпионы, они тебя обвиняют в шпиономании. Так, сейчас я чуть-чуть почитаю комментарии от ТикТока. Так, сейчас мне тут... Ичкерия это народ, да. Могут ли атеисты жить в Ичкерии? Зумсо спрашивает. В Ичкерии могут жить все, кто не совершает преступлений. Вне зависимости от национальности, от религиозных их предпочтений или расовых различий. Все могут жить в Чечне. Так. Кадыров Ахмад попросил Путина, чтобы Путин вел войска, и Ахмад многих чеченцев протащил за собой. Муслим, ты вообще куда-то ушел. То ты всех кафиров обвинял, потом всех европейцев, что они нас убивали. И теперь ты говоришь, что Кадыров Ахмад попросил Путина, чтобы Путин вел войска, и Ахмад многих чеченцев протащил за собой. То есть фактически ты сказал, что войну развязал Ахмад Кадыров, его вина абсолютно стопроцентно имеется, я это не отрицаю. Но ты говоришь, что фактически он протащил чеченцев. Ну, что тебе сказать на это? Ты снова ошибаешься. Войну начала террористическая банда ФСБ, взорвав свои дома, до этого взорвав много метро, троллейбусов и так далее, переходов там и так далее, чтобы обвинить в этом нас.
Их пропаганда днем и ночью говорила чеченский след, чеченский террорист и так далее, и так далее. И затем кульминация всего этого было взрывы домов. И Ахмад Кадыров к взрывам этих домов точно не причастен. Ахмад Кадыров приложил максимально усилия, чтобы помочь русским осуществить их план. Он предатель чеченского народа. И все, кто сейчас служит и убивает чеченцев, такие же предатели, как Рамзан Кадыров, Ахмад Кадыров и все остальные. Это правда. Но у тебя вот, я не знаю, что у тебя в голове, вот распылена у тебя вся эта информация. Видимо, ты много читаешь вот эту агентурскую вот эту или смотришь видео разных якобы про чеченских, про мусульманских, но на самом деле работающих против чеченцев людей ты смотришь. Видимо, оттуда у тебя информация. Смотри реалити и Аслана Арцуева, и Голос Америки, и у тебя будет достовернейшая информация. Вы хоть знаете, сколько чеченцев погибло в эту войну в Украине? Я не знаю, сколько. Я знаю, что уже очень порядочно человек погибло. Поступает информация, просто люди не хотят афишировать, я об этом поэтому никогда не говорю, только когда это попадает в средства массовой информации. Да, погибли. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам, арби машволь, ассаламу алейкум, ассалам. Говорят, Зеленский не поставил роспись насчет признания оккупации. Правда это? Я не знаю. Хаши эфир, я у YouTube чуаюся эфир, TikTok чую. Ночи мат битич, ночи мацагуль. И боду. Где он еще сидит, скажите? Ты мне это говоришь? Я сижу у себя на YouTube канале. Реалити называется мой канал, который запрещен на территории фашистской России. Один из лучших вариантов образования своих детей. Да, Ева, я с вами согласен. Ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам. Ты еврей, говорит юзер? Нет, я чеченец. Но если ты хочешь, можешь считать меня евреем. На сегодняшний день наши войны сидят в тюрьме Хорватии. Да, сидят муслим. Алейкум ассалам, Дудаев. Привет, Асан. Давно тебя не видел, брат. Привет, Игорь, витаю. Ну, депортируют, разные вот эти вещи. Не все так однозначно. Не все так однозначно. Почему в Прибалтике нет чеченской диаспоры? Почему же нет? Есть. И не в Прибалтике, а в странах Балтии. В Эстонии есть, в Литве есть, в Латвии, кажется, тоже есть. В Ираке наши девушки в тюрьмах голодовку объявили. Да, Дадаев, совершенно верно. Совершенно верно. Сейчас многие агенты из фашистской Российской Федерации сами сдаются. И очень много информации не успевают обработать. Они готовы на все, только чтобы их не отправили обратно в фашистскую Российскую Федерацию. Это так называемые работники посольства ФРФ. Это отличная новость, Эд, как всегда. Отлично. Пусть сдаются. Что делать? Асан, я твой старый подписчик, можно сказать, из первой сотни 6 августа ЧРИ. Если помнишь, мы много общались.
Да, я закаюсь, такой же, как и Арцуевец, и точно не лжец. А реакция твоя на мой простой вопрос. Citizen of Ичкерия. Я не понимаю, как ты можешь быть арцуевцем, и быть не надо. Мне не нужны последователи, друзья. И я просто хочу донести правду. Мне не нужно. Это очень опасно. Это очень страшно иметь последователей и отвечать за них. Мне это не нужно, друзья. Поэтому не нужно быть арцуевцами или аслановцами. Никем не нужно быть. Нужно ичкерийцами, чеченцами. И если ты подразумеваешь мое мнение, и я все делаю расклад. И если ты, как ты говоришь, арцуевец, который верит, да, тому, что я говорю, наверное, если ты поддерживаешь меня, наверное, ты веришь, то ты, наверное, должен верить в то, что я говорю, и что мне предлагали из окружения работать. Ты говоришь, все время смотришь ты меня. Но я тебя вижу на других каналах, которые меня поливают грязью. Да, тот же Закаев, например, обвиняет в том, что в лицо он говорит, что я не являюсь агентом ФСБ, а за спиной он говорит, и до меня доходят слухи, что он говорит. А когда мы ему предъявляем, мои товарищи ему говорят, а как это ты называешь? Ну докажи. Он говорит, нет, нет, я 100% проверил, он не ФСБшник. А вот другим он, причем кадыровцам он это говорит, с которыми он на связи, кстати говоря, говорит, что я ФСБшник. Понимаешь? И я не понимаю твоей логики. Как ты можешь человек, который я обвиняю в том, что они предложили мне работать на русских, ты быть и за меня, и за них. Это очень сложно понять. Очень сложно понять. Поэтому вот именно с этим связана моя реакция, гражданин. Асан, как по-твоему, на какую сумму готов продаться самый верный Mitsubishi Kikomoto? Самый верный не продается ни за какую сумму. А вот такая гнида, как ты, которая хочет оскорбить чеченцев, за 2 копейка продастся. Понимаешь? Щикопек, мабуха. И Бог освободит лично. Аслан с Бооной. Открыто. А ты анонимный. Как обычно. Так. Совершенно верно, Дадаев. Да, есть честь, то я власти Украины тоже особо не верю. Были случаи, СБУ передавали кавказцев в ФСБ. Да, Руслан, были такие случаи. Глава СБУ в 2014 году вообще уехал жить в фашистскую Россию. Это так. Что из себя представляла СБУ, если глава был такой. Я не обо всех СБУшниках говорю, конечно же. В СБУ я надеюсь и верю, что есть абсолютно порядочные, искренние, честные защитники, патриоты своей страны, какими и должны быть спецслужбисты. Но на сегодня, в 2014, когда передали Тимура Тумгоева, в 2018 году, по-моему, или в 2019, передали Тимура Тумгоева. Генеральная прокуратура подписала это. Я думаю, СБУ знала об этом. По запросу ФСБ Тимур Тумгоев передан. Это он воевал за Украину. Он был в рядах батальона шейха Мансура. Его вызвали, обманным путем схватили, быстро передали. Тогда вышли украинцы перед Генеральной прокуратурой, вы все это, наверное, помните, митинговали и так далее, и так далее. Тогда сняли Енина, Евгения, который сейчас разбился на вертолете. Я об этом тоже много писал, и так далее, и так далее. Ну вот, вот такая вот была история. Да, конечно, есть агентура. Это большая проблема. Так. Ты помнишь, когда закрыли консульство в штате Вашингтон и Лос-Анджелесе и Чикаго и так далее? 95 сотрудников посольств попросили политубежище США. Также дела обстоят и в Европе. Супер, Эд. А вот знаешь, когда захватили россияне
Крым, по-моему, все 100%, если я не ошибаюсь, СБУшников остались в ФСБ. Вот представь, что это за люди? Ну какая им вера просто после этого? Руслан, что говорит, СБУ арестовала генерала своего, он работал на Рашку. Да, я помню, Иван, что СБУ задержала очень одиозного генерала, но, знаешь, там была информация, которая поступила от западных коллег, как нам тогда сообщили, если это об одном и том же случае идет речь. От западных коллег. И там задержать, не задержать было очень бы как бы проблематично, наверное, если про тот случай. А так я все СБУ не обвиняю, чтобы еще раз было понятно. Все СБУ ни в коем случае. Это украинская спецслужба, которая делает свою работу. Хорошо или делает плохо, делает это украинцам решать. Если это будет касаться чеченского народа и государства, я об этом буду говорить. А так я считаю, что я знаю, и мне говорили, что есть очень нормальные, надежные, верные Украине СБУшники. Ну ладно, это все разговоры. Как вы думаете, Асан, дожмет Украина это фашистское государство? Как вы видите дальнейшее развитие событий? Что вам подсказывает интуиция? Тарас, конечно же, Украина победит. В этом нет ни малейшего сомнения, потому что просто мотивация Украины после гибели стольких людей, и она только усилилась, та помощь, которая оказывается, то есть необходимые средства, и военные в том числе, и финансовые, которые необходимы для победы, они все имеются у Украины, все для победы Украины имеется. И, конечно же, помощь Запада, которая выключается не только в военной и финансовой помощи, моральная, информационная. Информационно вообще задавили просто всех россиян. Просто в Ютубе их вот отовсюду выпилили. Ну, про российских россиян я имею в виду. Хорошие русские сейчас в Украине гражданство получают. И ведут миллионные каналы на YouTube. Вот как это будет развиваться? Я считаю, вот по тем признакам, которые сейчас происходят, на интуицию, хотя у меня она очень хорошо развита, и она тоже мне подсказывает о хорошем просто развитии событий, но именно исходя из сложившейся, складывающейся обстановки, я считаю, что Россия проиграет эту войну, Кавказ отделится, Украина полностью будет восстановлена фашистской Россией, будет выплачена контрибуция, пройдет суд над террористами КГБ, ФСБ, я надеюсь и над некоторыми КГБ СССР, которые находятся в Грузии, в Казахстане и в Украине. Извините, но я должен сказать правду. Может, кому-то это не понравится. Точнее, я знаю, кому это не понравится, но я буду говорить эту правду. И наступит вот такое время. Это, я думаю, произойдет. Я думаю, в этом году Украина, бомбардировки Москвы, я думаю, будут в этом году. Уже в этом году. Уже в ближайшее время. В ближайшие месяцы. И в следующем году, или же максимум через 5 лет, Чеченская республика Ичкерия и весь Кавказ будут независимым, суверенным субъектом международного права. Да, я на это верю. Так, давайте дальше. В Украине будет больше реформы. Так, Митсубиси, я тебя, наверное, простых слов ты не понимаешь. Тебя нужно банить, да? В Украине будет большие реформы и во всех силовых структурах, и дальше во всех ведомствах. В Украине будут большие реформы и во всех силовых структурах, и дальше во всех ведомствах. Без этой чистки они не смогут вступить в Евросоюз. Да, именно так. И я жду этой реформы. 8% доверия Украине пропало, когда передали им
или обменяли одного зэка, а то, что был убит кувалдой, хотя он сдался и верил Украине. Руслан, я не знаю, о каких 80% говоришь ты, о чем ты говоришь, о своих 80% доверия, может, ты говоришь. Но этот случай с нужным, которого убили кувалдой, который сдался Украине добровольно, из зэк он был, вошел в ЧВК, в банду, не какая-то не ЧВК, это обычная террористическая банда российская, вошел туда, и да, его передали. И это на самом деле был очень мощный такой удар. Например, по моему доверию, вот ты говоришь 80% доверия, может, о себе ты говоришь, 80 не пропало, но это за этого человека, вот этого Нужина, мне было обидно, как за самого себя. Ей-богу. Это было просто несправедливо. Это было верх несправедливости, то, что было сделано с Нужиным. Я очень надеюсь, что под прикрытием благих дел спасти своих бойцов там, и так далее, и так далее, такие вещи не будут повторяться. Не будут повторяться. А мы должны это помнить и знать. Нужен сдался, Иван. Он сдался. Он сам добровольно сдался. Он об этом говорит на видео. Сдался он, Иван. Аслан, что с мобилизацией республики? РА вроде уже раньше рапортовал, что норму по мобилизации республики выполнили. Решил, что новые седалища рвануть перед центром. Да, кстати, я сегодня называл новой мобилизацией в Чечне, я говорил много о чем, а про мобилизацию буквально 5 минут только сказал. Надо будет переименовать наш стрим, потому что этот уже я закончу сейчас. И нужно будет поговорить об этом в следующих стримах обязательно. Спасибо, что напомнил, Жень. Да, мобилизация в Чечне не прекращалась ни на один день. Она такая вялотекущая продолжалась. Людей под разными обманами, возбуждением уголовных дел, там по другим каким-то делам, а потом типа помочь в освобождении и так далее, и так далее. Много людей забирают. Но сейчас, когда был разыгран этот спектакль, что Пригожин уходит с Бахмута, потом Кадыров ему говорит: не уходи, мы сейчас придем, подождите, там, и так далее, и так далее. Я думаю, с этим связано то, что сейчас чеченцев будут массово бросать в пекло этой войны. К большому сожалению. Большому сожалению. Еще хотел вам сказать, я украинец, но жил в России. Я уехал в Польшу, сюда привезли почти 40 детей, жертв насилия. Самой старшей 14 лет. Это железобетонный факт. Это в начале войны было. Тарас, я знаю, вы можете мне даже не говорить об этом. Я знаю, кто они такие. Я знаю, что они делают. Поляки плакали тут, и мужчины, и женщины. Это 21 век, в этом вся Россия. Тарас, абсолютно так. Абсолютно. Это все у нас в 21 веке, на стыке конца 20 и начала 21 века, и потом все начало этого 21 века, у нас это все происходит каждый божий день. Убийства, ну я просто всего не хочу даже повторять. Пытки, изнасилования, мужчин, это ужас. Знаете, почему кадыровцы не переходят на сторону, не так часто переходят на сторону, на нашу сторону, скажем так, не бегут на Запад? Потому что их на камеру, как мне рассказывали, их снимают и насилуют. А для чеченцев это самый большой позор. Самый большой позор. И вот такие методы использует фашистская Россия. Да, я согласен. Нельзя выдавать рашки тех, кто впоследствии казнят. Мы должны быть людьми. Конечно, Иван, абсолютно. Если же, ну а чем тогда мы отличаемся от этих имперцев, если мы выдаем? Неважно, чеченец он, русский он. Для меня это было обидно
также, когда они выдали, я не хочу сейчас об этом говорить, я и так много уже критикую сегодня украинцев за сегодняшний свой стрим, что я не говорю обычно, я сегодня говорил. Хотя иногда нужно говорить, чтобы мы понимали, сверить часы, как говорится. Но было обидно, это было очень неприятно. Очень. Аслан, ты прав, сдача Нужина русским, пишет мне Саид, была ударом. Исчезло ощущение борьбы добра против зла. Абсолютно, Саид, ты совершенно верно выразил мое видение. Абсолютно так. Вот это ощущение у меня, я думал, я заступаюсь за абсолютное добро. А вот этот поступок, конечно же, украинцы, я уверен, есть кто против этого поступка, такого поступка, но что было, то было. Так, а вы дружите с Криксом до сих пор? Кто такой Крикс? Так, робите непочатые, работы непочатые. Да, Дэн, совершенно верно. Придет день, добро восторжествует. Да, Мула. Здравствуйте, Асан. Я хотел спросить, когда это все закончится? Вы имеете в виду для кого? Для украинцев или для чеченцев? Или для всех нас? Для всех нас, я полагаю, через 5 лет это закончится. А то, что война из Украины перейдет в Россию, это произойдет в ближайшие месяцы. Территория Украины в этом году, я не сомневаюсь, будет освобождена. Без сомнения. А потом это будет затягиваться и где-то растянется лет на 5. Как об этом сказал президент США Байден. Вот как-то так. Кстати, здравствуйте. Я вам не ответил на приветствие. На этом, Аслан, критика нужна, так мы осознаем, где мы ошиблись и были неправы. Вы говорите правду, это главное. Спасибо, Иван, спасибо. На этом я свой стрим заканчиваю. Друзья, завтра стрим на чеченском языке. В понедельник снова на русском языке. В 20:00 по Берлину. Сверим часы. Сейчас без 15:10 у нас по Берлину. В Украине сейчас, наверное, 11 без 15. И во временно аннексированной Чеченской Республики Ичкерия тоже. Поэтому завтра на чеченском языке. В понедельник не в 9, как обычно я делал, а в 8. По Берлину. Всего самого хорошего. Все будет Ичкерия. Слава Украине. И Господи, благослови Америку. Всего самого хорошего, друзья. До свидания, спокойной ночи. Адикюэль, маш ойль, бюслер, алюэль, массера.